ферма 21 века, сельская стоматологическая клиника и рекламная кампания. Эти и множество других интересных проектов представили студенты вузов республики во время форума «Выпускник-2016» за новое село. Нужно отметить, что среди работ будущих специалистов распространены медицинские проекты, и мы пообщались с автором одного из них. С открытия медицинского центра «Женское здоровье» по акушерству и гинекологии. Он также, реализация проекта именно там в Нижнем Бестяхе. Нехватка кадров на селе – распространенная проблема в Якутии. Для улучшения ситуации ведущий вуз региона выступил с инициативой создать команды выпускников, которые после учебы поедут работать в районы. В этом году Северо-Восточный университет оканчивает около 3000 студентов. Из них порядка 700 человек планируют работать в улусах. Цифры, конечно, внушительные. Вопрос, что получится на деле. Мы проводили встречи, если раньше только с министерствами, с предприятиями, то в этом году мы обратились к главам муниципальных образований. И нас в этом году все поддержали. Во время форума у студентов была возможность представить свои идеи потенциальным работодателям. Это представители муниципалитетов, бизнес-структур, региональных министерств. Оценил проекты и глава республики Егор Борисов. Вот как он прокомментировал встречу с выпускниками. Здесь сидящие решили одну очень важную задачу из 3, которые я всегда желаю молодым людям. Это вы получили образование. Вторая задача, кроме образования, вы должны иметь ту или иную работу, которая вам даст возможность жить, развиваться. Во время первого форума «Выпускник-2016» за новое село были названы топ-5 районов, куда чаще всего выезжают выпускники республики. Это Мегино-Кангаласский район, Верхневилюйский, Сунтарский, Вилюйский и Чурапчинский районы. Айна Винокурова, Денис Попов, Вести.